Даже в самый сложный период распространения коронавируса диалог между Кыргызстаном и Китаем не прекращался. Телефонные переговоры регулярно проводили лидеры наших стран Сооронбай Джээнбеков и Си Цзиньпинь, а также главы внешнеполитических ведомств. Нынешний официальный визит министра иностранных дел Китая Ван И способствовал возобновлению важных двухсторонних проектов, которые временно приостановились из-за COVID-19. В первую очередь это торгово-экономическое сотрудничество. На сегодняшний день заработали все КПП на кыргызско-китайской границе. 8 сентября стороны возобновили деятельность контрольно-пропускного пункта Тургарт. Таким образом, у нас на сегодняшний день функционируют все контрольно-пропускные пункты между нашими государствами. Это, в свою очередь, очень положительно способствует возобновлению наших торгово-экономических связей. Китай – один из основных торговых партнеров Кыргызстана. По итогам 2019 года в общем товарообороте нашей страны Поднебесная заняла первое место. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса и закрытия границ торговые показатели снизились. Доля Китайской Народной Республики в товарообороте Кыргызстана составляет 26%, в том числе в экспорте 4,1%, в импорте 34,8%. За период с 2017 по 2019 годы товарооборот Кыргызстана и Китая увеличился на 13,7%. В январе-июне 2020 года товарооборот Кыргызстана с Китаем составил 319 миллионов долларов США. Из них 23 миллиона долларов США – это доходы от экспорта, 319 миллионов долларов США – это импорт продукции. Другой темой переговоров стал вопрос экспорта кыргызстанской сельхозпродукции. Ван И сообщил, что Китай готов увеличить импорт наших экологически чистых продуктов. По словам дипломатов, в посткоронавирусный период нужно наверстать упущенное. Я приехал в Кыргызстан, чтобы активизировать двустороннее взаимовыгодное сотрудничество после пандемии коронавируса. Нас радует, что началась работа КПП Тургарт. Наши специалисты уже возвращаются на места реализации совместных проектов, что имеет значение для развития Кыргызстана. Китай готов сотрудничать с Кыргызстаном в сфере цифровой экономики. Пандемия коронавируса показала важность развития цифровых технологий. А в этой области Поднебесная достигла больших успехов. Кыргызстан же сейчас на пути к цифровизации, ставшей приоритетным направлением государственной политики. Кыргызстан, имея большой потенциал в этом направлении, естественно, рассматривается китайскими коллегами как большой партнер, который мог бы в будущем выстроить в одну систему эту всю привести, и мы могли бы с Китаем более тесные отношения и в интернете, и в цифровом формате работать. Для стимулирования экономической активности в посткоронавирусный период Кыргызстан рассчитывает на приток прямых инвестиций из Китая. В целом продолжается реализация ранее достигнутых договоренностей. Так, КНР выделит 95 миллионов юаней на закуп 100 единиц пожарно-спасательной автомобильной техники для нашего Министерства чрезвычайных ситуаций. Рассчитываем на дальнейшую реализацию других проектов, которые у нас были достигнуты в ходе официального визита президента Кыргызской республики Сооронбая Джээнбекова в Китайскую Народную Республику в 2018 году, в ходе государственного визита председателя Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпиня в Кыргызскую Республику в 2019 году были заключены очень важные, существенные грантовые соглашения. По оценке политологов, приезд министра иностранных дел Китая в Кыргызстан во время пандемии COVID-19 свидетельствует о высоком уровне двухстороннего стратегического партнерства. Для нас это очень важно, видите, не отстать от всего мира, взаимодействовать. Конечно, надо все эти возможности, тем более если сам министр иностранных дел приезжает в Китай, в Кыргызстан, это хороший случай. Значит, наша республика не остается на стороне. Мы являемся одним из ключевых игроков, в регионе, может быть,
Напомним, что во время пандемии COVID-19 Кыргызстан и Китай оказывали друг другу постоянную поддержку в борьбе с заболеванием. Это и взаимное предоставление гуманитарной помощи и направление Китаем своих медицинских экспертов для борьбы с инфекцией. В посткоронавирусный период стороны выразили готовность к дальнейшему углублению партнерства. Мадина Низамова, Джанадиль Абубакир Уллур, Рыскельди Кокульбеков, ЛТР Бишкек.